Весь организм влияет на свойства нашего голоса. Красивая женщина с приятным голосом или красотка, но голос так себе? Вся в комплексе. Когда очень сильно волнуешься, голос придает, дрожит, дребезжит, вообще некрасивый становится. Состояние, настроение, выспался, покушал. А вот стеклянный бокал голосом действительно можно разбить? Было у вас такое в практике, видели? Сейчас все стараются петь. Ну, это Все правда. просятся на сцену. Здравствуйте. День Республики – это праздник, когда мы особенно чутко слышим голос своей земли, ее людей, ее истории. Сегодня мы поговорим о том, что значит голос человека, как он рождается, как сохраняется и как помогает нам быть услышанными. Мой гость – человек-легенда, певец с мощным баритоном и врач-фониатор с полувековым стажем Наиль Габдуллин. Сейчас мы будем говорить о магии голоса. Наиль Талхович, здравствуйте. Добрый день. Всегда хотелось узнать, а вот стеклянный бокал голосом действительно можно разбить? Было у вас такое в практике, видели? Пока не было, только в фильмах как-то видел и очень удивился. Значит, это из области мифов. Выяснили, хорошо. Вы 55 лет во врачебной деятельности, вы занимались сначала лор-направлением, Да, но уже 50 лет ваше направление – это фониатрия. Да, да. И юбилей получается. Да, кстати, да. Я в 70-м году пришел от оториноларингологии на кафедру соответствующую. А в 75-м году прошел специализацию по фониатрии по рекомендации нашего руководителя, профессора Бекбаевой Альфи Исхаковны, на базе нашего главного института, это в Москве, Московский научно-исследовательский институт уха, горла и носа. Да, и с 75-го года организовалась служба фониатрии у нас в республике. С юбилеем вас! У вас семья врачей. Вы известный фониатор в республике, в стране. Ваш сын известный лор-врач Айдар Габдуллин. Да, да. Ваш внук мечтает поступить в медицинский университет, правда, еще выбирает направление. Дома вообще принято говорить о медицине? У меня супруга, она детский врач, педиатр. Супруга детский врач, да, кстати. Была. Да, дома после работы очень часто у нас разговоры возникали, допустим, у нее какие-то вопросы, на участке такой-то ребенок. Такой допустим, семейный консилиум, да, устраивали? Плохо дышит, что делать? Конечно, ребята весь этот разговор слышали, и действительно вот выбор старшего сына мы одобрили и действительно правильно сделали. Он сейчас известный отоларинголог. А вот разница между лор-врачом и фониатором, она вот если коротко в чем? Разницы нет. Фониатрия – это раздел отоларингологии. Даже вот в номенклатуре врачебных специальностей фониатрии нет. Фониатрия, поскольку входит в отоларингологию, мы идем как отоларингологи. Бытует мнение, что за 11 секунд можно создать впечатление о человеке, в том числе и по его голосу. Вот на ваш взгляд, красивый голос, приятный, он какой? Ну, красивый голос здоровый, есть красивый, да, здоровый, приятный, понятный. Красота никаких определений, по-моему, не имеет. Но до врачебной практики вы профессионально занимались пением, и то, что вы певец незаурядный, говорит хотя бы тот факт, что ваш голос хранится в фонде башкирского телевидения. Пение на башкирском языке, особенно если это баритон,
Сложно это вообще? Нет, не сложно, не сложно. Если не учесть, ведь национальное пение, конечно, отличается. Национальное, народное пение. Ведь башкирское пение, что татарское пение, татарские, башкирские песни народные, они очень богаты обертонами, мелизмами различными. У других народов таких песен нет. Вам легко давалось пение, да? Легко давалось. Но, легко тем не давалось. менее, вы в какой-то момент приняли решение все-таки в пользу медицины. Я после средней школы поступил в медицинский институт. Говорят, что даже Загир Исмагилов вам сказал: бросай свою медицину, идем в оперный. Было такое? Да, такое было, такое было. На 3-м курсе медицинского института я вышел на сцену как певец. Конечно, Метались, да? поскольку Метались и туда, и сюда хотелось. ректор наш очень любил искусство, пение, театры. Он, услышав меня, Исмагилову предлагал. Во время распределения, у нас же раньше было распределение по медицинским учреждениям республики, страны. Во время распределения он звонил Загиру Гариповичу, 2 ректора договорились, сказал наш ректор: заканчивает такой прекрасный студент, имеющий прекрасные голосовые данные, послушай-ка. Я нисколько не жалею, что в свое время закончил именно вокальное отделение, потому что последующая работа показала, что это было необходимо. В чем заключается необходимость фониатору? Знать вокальную терминологию, вокальный язык. Да в любом случае, любой доктор должен с пациентом разговаривать на одном языке. Ну, это правда. Доктор должен понимать, допустим, какими проблемами пришел пациент, объяснить причины его жалоб, допустим, да? Но ваши пациенты же не только певцы, учителя, дикторы, люди говорящих профессий, да? Голос речевых профессий. профессий. Это большая армия педагогов. А это правда, что во время пандемии к вам обращались учителя, потому что у них пропадали массово голоса, надо было вести онлайн-занятия, они немножко не были к этому готовы и волновались? Да, были ситуации, тут приходится помогать, как лучше работать, как лучше себя вести. То есть советы, они всегда нужны неподготовленным педагогам. А вот связь между тембром и физической силой действительно существует? То есть мужчина, обладающий басом, он физически крепче тенора? Нет. Это предрассудки? Это предрассудки. Тембр, свойства голоса, сила. Тембр, во-первых, от природы человеку дается. Он или есть, или нет. Красивый тембр у певцов. Бас или тенор иногда физического развития, допустим, внешне никакого, а такой мощный голос. То есть это зависит от состояния голосового аппарата. А что такое голосовой аппарат? Это не только гортань и голосовые складки, это органы дыхания, начиная с носа, заканчивая альвеолами легких. Наиль Талхович, а вот почему так бывает, когда очень сильно волнуешься, вообще голос придает, дрожит, дребезжит, вообще некрасивый становится? Конечно, с чем это связано? Основная регуляция функций голосового аппарата – это центральная нервная система. Это нервная система в целом. А это вообще как-то контролировать можно? Тренировка нужна. Тренировка нужна, включая и правильное дыхание. Ведь правильное дыхание – это носовое дыхание. Дыхание носом. Для чего дан нос как начало дыхательных путей? Ведь нос является фильтром. Воздух, проходя через нос, очищается, увлажняется, согревается. А если исключить вот этот защитный механизм полости носа и дышать ртом, что происходит? То есть то, что мы говорим, воздух сухой, воздух пыльный, воздух холодный. Без фильтра сразу глотать. Без фильтра сразу влияет на слизистые глотки. Появляется сухость. Слизь становится вязкой, прилипает к задней стенке глотки. Это не только глотка, ниже даже в гортани наступает сухость, и голос быстро устает. А вот бывает так, что хочешь сказать, и как будто вот звуки не идут. Очень трудно, чтобы произнести какие-то слова. А иногда бывает, вот само просто льется чистая речь. От чего это зависит?
состояние, настроение, выспался, покушал. Регулирующая функция – это нервная система. Дальше идет эндокринная система, как работают железы внутренней секреции. Дальше органы пищеварения, что происходит под диафрагмой. Ведь диафрагма – это основная мышца для вдоха. Движение диафрагмы ограничивается, когда под диафрагмой неблагополучие. Это болезни желудка, болезни желчного пузыря, болезни печени, болезни кишечника. То есть весь организм влияет на свойства нашего голоса. Серия вопросов бытового назначения назрела. История о том, что перед тем, как петь, нужно выпить сырые яйца или крепкий алкоголь – это мифы? Конечно, мифы. Пить, само название говорит, куда идет. Яйца, как вы говорите, да? Это глотается, и никакого отношения к голосовому аппарату не имеет. А это правда, что нужно хорошо выспаться, чтобы голос обязательно. 8-9 часов – обязательное время сна для поющего человека. И желательно не курить. Не курить, конечно, не только вокалистам, учителям, не курить всем. Что значит сигарный дым? Это яд для всей слизистой дыхательных путей. Сушит, да, как бы? Не только сушит. Слизистая моментально реагирует. В какой форме? Появляется хроническое воспаление слизистых дыхательных путей. Не курим. Чипсы, сухарики, орешки. Нет, все высушивает. Нельзя ничего. Ни семечки, ни орехи. Ничего не нужно такого. Резкое похудение. Нельзя. Вы же видели, какие вокалисты, нормальные вокалисты. Да, тело, мышечная масса должна быть. Ведь пение, разговор – это прежде всего мышечная работа. А кстати, Мария Каллас более 30 килограммов потеряла, и потом были проблемы с голосом. Конечно. Постановка голоса в любом состоянии, допустим, человек привыкает к своему телу, своему организму. Если резко бросить, допустим, вес, опоры нет, не стало. Несколько вопросов о возрасте. Оптимальный возраст, когда ребенка лучше записывать в вокальные студии? Если у ребенка данные есть, какие данные? Прежде всего, музыкальный слух, ритм. То есть при приеме в музыкальной школы ребенка эти показатели обязательно проверяются. Когда голосовые связки готовы для нагрузок. Но 9-10 лет – это детский голос. А это правда, что во время вступительных экзаменов в Институт искусств вы проводите медосмотр и смотрите голосовые связки абитуриентов? Да. Если что-то не так, как вы обычно поступаете? Осмотр фониатора, особенно когда молодой человек поступает в среднее учебное заведение, музыкальное, допустим, наш колледж, училище, раньше называлось, когда молодой человек начинает свой путь, допустим, хочу петь, но доктор смотрит фониатор, там какие-то изменения есть. Если у молодого человека есть какие-то противопоказания, зачем ему тратить 4 года? Пусть идет другую специальность, выбирает. И поэтому наша задача – отобрать нормальных, здоровых ребят, желающих петь. Это им в последующей жизни, последующей творческой жизни помогает. А бывает что человек в возрасте, а голос у него такой молодой, красивый, завораживающий. Как наш у вас очень приятный голос, Абдулла Султанов, он очень долго пел, и, как рассказывает Юлай Гайнетдинов, они же очень часто выезжали в Москву, там пели в различных театрах, выступления были разные. Всех удивил его молодой, красивый голос. Несколько вопросов об опере назрели. Великолепный музыкальный жанр. В каждой опере или кто-то влюбляется, или кого-то убивает, или предает. Очень интересно наблюдать за этим. Говорят, что на оперу лучше начинать ходить со знающим человеком, чтобы понимать, что происходит. Хорошо читать либретто внимательно, историю данной оперы. Но бывает, что человек со сцены не понимает красоту голоса. Как ему тогда лучше поступить?
На что ориентироваться? То есть зритель не понимает. Зритель не понимает. Но не понимать красивый голос, мне кажется, это как бы крайность. Голос красивый есть, эффект влияния есть, и есть красоту ничем не испортишь. Не испортишь. Вот итальянский очень певучий язык. Да. А вообще артисты как учат языки? Нужен ли им репетитор или, в принципе, педагог по вокалу и достаточно? Нет, обязательно учитель языка нужен. Они занимаются с знающими педагогами, допустим, если опера на французском, французский язык учит, итальянский язык учит. То есть на языке оригинала петь им легче. Но я хочу сказать, что в последнее время наша опера прямо цветет. Это билетов правда. Нет. Да. Солисты прекрасные. Это роскошество. Поэтому, да, на наших спектаклях. Да. Я еще скажу, и оркестр прекрасный стал. Оркестр, хор оперного театра. Поскольку я работаю в оперном театре с солистами, с артистами хора, вот сравнительно последние годы наш оперный театр стал великолепным. Соглашусь. Можно никуда не ездить, достаточно купить билет в Башкирский театр оперы и балета, и лучшие мировые оперы можно услышать дома. Да, вы Аттилу слушали? Да. Вот какая музыка, Верди. Все там прекрасно. И не только Аттила. Как-то раз на спектакле я обратила внимание, у нас с вами ложи были напротив, и в конце первого действия вы пропали, за вами кто-то пришел, вас забрал. Было. Ну, и я, естественно, включила детектива своего, все взоры на сцену, и никто там не пропал, все артисты заявленные были на сцене пели, никто не хрипел, все было отлично. Но все-таки признайтесь, нужна вот помощь фониатора во время спектакля? Обязательно. Они же люди, они человеки, так скажем, всякое бывает. Иногда болезненное состояние, замены нет, допустим, уже объявлен репертуар, имеется, народ билеты купил. Конечно, бывают ситуации разные. А что вы делаете в таких случаях? Помогаю. Ну, это понятно. Или это врачебная тайна? Нет, конечно, в какой-то степени помогаю. И получается. Но вопрос, связанный со стрессом, тоже присутствует? Обязательно. Это же жизнь, это все что угодно может произойти. Да. Там же двигаться нужно. Да. Молодой, допустим, вышел, немножко недооценил себя, вот вам и стресс. Ну и потом, поскольку это известные мировые оперы, то всегда вопрос сравнения, наверное, тоже тревожит. А справлюсь ли я, будут сравнивать, как та или иная ария исполняется, и тогда нервная система тоже включается. Конечно, они волнуются. Это очень большой стресс для солистов, но они преодолевают, поскольку школа подготовки вокалистов очень хорошая у нас в институте. Вокальная кафедра хорошо работает, воспитывает певцов хорошо. Вашему таланту доверяют сильнейшие голоса не только республики, но и России. Вы с Радиком Гореевым были знакомы, с Еленой Образцовой общались, с Ларисой Долиной. Им тоже нужна была помощь фониатора? Но бывают разные ситуации. Опять-таки, конечно, я повторяюсь, люди простывают или что-то необычное, допустим. Они ведь долгие годы служат сцене, пению, знают, чем лечит их, допустим, местный фониатор у себя на работе. Говорят мне то-то, 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 другое, третье. Говорят, у вас есть такая уникальная методика, позволяющая удалять, убирать, как называется, узлы с голосовых связок, без операции. Я же работаю с вокалистами и училища искусств, и института искусств. То есть, совместно с педагогами. Педагог услышал, допустим, особенно у начинающих, вот поступили что-то не первый так, курс, второй курс, иногда себя переоценивает, студент начинает, сегодня у меня получилась самая высокая нота, давай-ка еще раз, то есть возвращается вот запрещенному, допустим, педагог пока запретил лезть вверх, допустим, брать верхнюю ноту, а он
Не готов. не готов, и давая себя тогда ему- напрягать. И тогда возникают узлы. Совместно с педагогами. Педагог приходит, приводит Вот он своего сам. студента. Да, что такое? Вот говорит, что-то, то-то, то-то, то-то. Давайте будем работать совместно. То есть педагог своей методикой. То есть методика – это единая для академического пения. Это дыхание, это голос. Ну, а вот вы что делаете? Вы тогда... Я наблюдаю. А потом? Наблюдаю. И этой постановкой голоса, нормальной постановкой голоса занимается педагог. Ну, а вот все-таки про ваше лечение, это какой-то секретная какая-то методика? Нет, это общеизвестные методики, но есть определенные приемы, помогающие. Так. И- Наиль Талхович, а вот все-таки, чтобы был красивый голос, мы поняли, что Красота есть красота, да. Еще Но диета все-таки нужна. То есть какая? раздражающие слизистую глотки, ведь глотка, гортань, вход в пищевод, они рядышком находятся. То есть любые раздражающие напитки, допустим, блюда обязательно исключаются. Это крепкие напитки, водка, коньяк, допустим, соленые, копченые вещи, холодные, Сигареты. горячие. Сигарет мы уже не говорим. Горячие, холодные тоже исключаются. Шарфики теплые в осенний период. Все те напитки или пища, Острые. вызывающие раздражение, вызывающие прилив крови к гортани, нужно исключать. Вот ваш голос остался вам верен и спустя годы. Вас по-прежнему приятно слышать, такой бархатный баритон. Женщины любят ушами. А Да. вот у мужчин как? Наверное. Красивая женщина с приятным голосом или красотка, но голос так себе? Что по-вашему? Вся в комплексе. То есть красивая женщина с красивым располагающим голосом, допустим. Ну, с голосом Конечно, вы очень сами можете приятно. поработать. Вы, по крайней мере, на Не- телевидении есть методики, которые позволяют улучшить голос. Наверняка. Там бы я некоторых улучшил, конечно. А Всегда. вообще сегодня голоса у людей меняются в лучшую сторону. Смотрите, сколько школ вокала есть, школ по технике речи. Люди лучше стали разговаривать? Красивее? Нет, я бы не сказал. Но пусть существуют эти школы вокала, пусть занимаются, пусть детей берут, занимают чем-то, допустим, конкретно вокалом или хором. Это им не вредит. Но в будущем то ли они станут певцами, это время обычно показывает. Редко кто становится хорошим певцом. Ведь сейчас все стараются петь. Но это правда. Все просятся на сцену. Наиль Талхович, золотые слова вы сейчас говорите. Мгм. Я согласна с вами. Вообще приятно было с вами сегодня общаться. Я вас благодарю. Подведем итог нашей встречи. Люди стали разговаривать, стараются разговаривать красиво. И если вести подобающий образ жизни, то, в принципе, голос нас не подведет, да? Да, голос не подведет. Не курить. Я бы всем телезрителям посоветовал бросать курить. Ведь на фоне изменения голоса, хрипоты, ведь причины могут быть разные. Это самое страшное – это рак гортани. На фоне курения чаще всего болеют раком гортани мужчины, теперь и женщины. Рак гортани – это страшный диагноз. И обращаются они поздно. Обычно изменение голоса, допустим, у супруга должна замечать жена. Женщины, они более активный народ. Пусть своего супруга с измененным голосом берет за руки и ведет от отоларингологу. Так тому и быть. Спасибо вам большое. Я благодарю вас за то, что вы свой талант пронесли через всю жизнь. А, кстати, у вас есть ученики? Вы думаете продолжать? Ну, ученики есть. Когда я работал в Республиканской клинической больнице на кафедре, там научил, обучил доктора. Он сейчас прекрасно работает фониатором в городе. Так что, я думаю, есть. Самое главное, делитесь с Да. ним секретами. Да.
потому что вы действительно уникальный специалист на всю республику. Спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами разговаривать. Надеюсь, мой голос меня сегодня не подвел. Нет, прекрасный голос. И у вас тоже прекрасный голос. Спасибо. Вот так голос через тембр и дыхание соединяет нас с культурой, эмоциями и даже памятью. Потому что голос – это всегда про отражение нашей души. Помним, что каждый из нас звучит по-своему, но вместе мы создаем единый голос современной республики. Голос сильный, живой и узнаваемый. До встречи!